Так, что 1 июня выкатились. Вон, видите, машина в защитном цвете вся. Как раз пустынный камуфляж. Дождь шел там, он впереди. Синие тучи, ну мы оттуда едем, с Якутска. Это перед Улу стоянка, вот асфальт только начался. О, лестница выскочила. Есть на месте. Ну и все так, вроде колеса так себе выжили. Скальники такие залазят. Вот большой какой-то. Такая тишина звенящая. Ни птицы не поют, ничего, что-то не чирикает. Это вот Леха со мной едет. Мы на пароме торчали. Скинешь мы. Но он как Штирлиц. Сказал, 20 минут будет спать. За 20 минут высыпается, потом 36 часов фигачит. Ну, примерно такое соотношение. Ну, тоже у него колеса нормально. Там он бегает какая-то ласка или что-то такое по камням. Видно было. Ну, ее на камеру точно не засекешь. Она такая перебежками из-за камней. Ну, не бурундук точно, это как раз за бурундуков тут как-то мало. Ну вот он на 16-метровом повисел на пароме. За вот эту, видите, чуть содрал. Свес как бы побольше, чем у всех. Ему там и доски подкладывали, так-сяк, ну, в общем, выбрался. Когда туда шел. Но я вроде ничем не зацепился. Я только на разгрузке. Рыв покалечил чуть-чуть. Мусор, я не знаю, кто растащил. Может так, может звери какие приходили, копались. Это вот вышка, как раз ориентир, подходите, и тут он будет за чуть-чуть проехать. О, поселок. Это скрипит дверь туалета. Страшный звук был. Так, ну все, в общем, двигаемся. Лето, первый день. Здесь тепло, 4 градусов 19. Ну все, как говорится, всем удачи. Ну вот, заходим. Ну тут в створе, я так понимаю, вот этот створ. Сюда будет, наверное, автомобильный мост. Там уже как части ферм готовы. Ну, завезены. Они тут, в принципе, с зимы уже. И вот река Амга. Ну там вот катера есть, в принципе, люди еще живут, получается, вот домики какие-то. А это чисто городок строителей уже. Ну, вот, да, вот тут это еще кафешки работали. Сейчас, по-моему, даже уже и закрытая она. Оба, оба. Вот уже первый сделан опорный этот. Как он называется-то правильно? В общем, опора моста. Да, вот это вот было, работало. Сейчас уже все. Тут мостотряд, видите, у них там свои панели, все дела даже. Все серьезно. Ну, в общем, это была Верхняя Амга по трассе Лена. Покатили. Тут какие-то просторы. Ну, на камеру, наверное, не такие просторы. Асфальт после этих трясок. Ну, 4 участка гравийных.
Если получается где-то 130 километров от Якутска асфальт, и потом вот до Улу, не доезжая, 4 участка будет гравийных, потом асфальт и потом реконструкция еще этих, ну там выемки делают, где Риги подъемы, тоже километров, наверное, 20, наверное, там будет, и дальше попроще, по идее. Должно быть Улу. Это я решил заснять Улу, как обычно рано это сделать решил. Ну, он тут подъем, это уже от Улу идет. Ну, просторы, погодка, так тучки ходят, местами дождь. 910 это километр получается. 910 нам еще до выезда на Читахабаров. Ну, 900 там, с 7 начинается что-то. Там отчет с Невера идет. А, не, получается нету тут никакого Улу. Ой, это Мерс меня догнал. Но я думал, это Леха едет. Я вам показал, пусть обгоняетесь, что. А у него красная кабина, я так мельком глянул. Олимп. Ну, 90 ехал. Ну, Олимпов здесь много, да, катается. Тут, наверное, самое как-то союзы. Раньше были КамАЗов много, вот в этот раз что-то их вообще не было. В этих краях. А это прямо, вот видно, это железная дорога. Вот, ну, вот она идет сбоку. Тоже по горам, на подъем прямо. Ну, там, наверное, как могли, так их спрямляли. Вот оно. Сейчас заодно посмотрим, что тут, как обстановка. Я вот на этой заправке заправлялся, нормально, по карточке вездеход работает. И солярка тут и арктическая. Тут как бы плохую солярку просто негде взять, честно говоря. Тут на всех даже таких заправках простых, не фирменных, нормально. Ну вот сам поселок. Так вот кафешка тут. Еще в детстве тут, наверное, был. Ну так и есть. Котельная у них там, все дела, дома какие-то двухэтажные есть. Я хочу проскакал. Плавно. Ну и тут кафешка, тут получается, наверное, их 3. Там наверху 2 шиномонтажка и тут. Ну все, едем дальше. В общем, давайте, удачи там. Засниму, может там Алдан уже там будем проезжать. Получается, вот дорога, вот железная дорога. А за железной дорогой река Амга и уходит уже туда. Видите? Круть. Тут скалы. Ну, это видно, настройку тут подразобрали, карьерчик. И пошли, поехали. А это что-то уже не Амга, какая-то маленькая река вот здесь как раз впадает. Местная у нас. Да, вот мимо маленькая речушка как раз впадает. Красивое место, вот так. Видите? С порогами все течение. Ну, сейчас везде высокая вода. Тут уже как бы снега так незаметно. Вон только в ямках там где-то есть чуть-чуть. Это 822 километр. Ну и скоро нас ждет конец дороги.
Реконструкция трассы там будет с выемками. Ладно, все. Чутка красоты снял. Давайте, удачи. Ну вот, реконструкции на ригах. Процесс идет. Там уже АБЗшку собрали и куча всего заготовили. Материала такие огромные кучи. Но мы тут пока пылим. Одну проехали выемку, вот вторая впереди. И уже там до Томота недалеко будет. Сейчас вот за второй выемкой, ну, может, километров 6. Ну тут сейчас будет, конечно, такая дорожка. В этой выемке кривая. Вон там видно, прям машина как на месте стоит. Крадется, объезжает там канавы. Ну а тут якутские просторы. Тут прямо сосен больше. Ну как бы сразу природа чуть поменялась. Там грязное стекло, короче, в той стороне. А в этой отражение кабины. Нормальный вид. В общем, катим дальше. До встречи. Да, тут даже можно ничего не говорить. А тут ремонт, кстати, асфальт ложат. И надо тормозить. Красота. Солнышко подсвечивает. Вообще все. Природа такая насыщенная, цвета, короче, прикольно. Приезжайте, посмотрите. Правда, дорого, наверное, да, в Якутию приехать, просто посмотреть. Тут похоже следы, как вроде кто-то дрифтовал. Но нет, это самосвалы, наверное, разворачивались. Асфальт привозили. Так, а тут как-то непонятно, реверс или... А, вот здесь заезжают все. На асфальт, на новый. Ой, тут такой борт хороший свой положили. Ну, в общем, потихоньку работа идет, дорога все лучше и лучше. Так что такие дела. Впереди нас ждут горы. Что-нибудь поснимаем, в общем. Хотя я ж собирался до Нерингли доехать, наверное, темно будет уже на Титу. Ну, в другой раз, что пустым не так интересно, что там смотреть. Пронесся, проскакал. И все. Там дорожники. А, ну он идет тоже по этой полосе. Вот они меряют. Сколько вешать в граммах асфальта. Ну, сейчас мы будем спускаться и в Томот приедем. Засниму вам. А, ну или сейчас, ладно, вот тут горы впереди. Как бы вид на камеру не так, конечно. Ну, у кого на большом экране видно, нормально должно быть. Что-то случилось у пацанов. Ну, руками не машут, их там много с машиной поддержки. Так, а тут нам надо что, залетаем, получается, в каток. Ого. Ну, свой такой не слабый. Асфальта. Тут еще они какие-то колышки забили с бантиками, наверное, как гвозди. А, это просто они тут подметают, в общем. Красоту наводят. Чтобы асфальт стыковать, запиливаться, наверное, будут. А тут вот мы туда ехали, еще не было вот этого всего, по-моему. Или у меня склероз. Ну все, выключаюсь, в общем, Томот. Так, вот добрались до Томота солнечного сегодня. Река Алдан здесь тоже проходит. Могучая река. Так, тут 50, что-то надо ехать. Ну да,
Да, на солнце даже. Ну да, вода высокая тоже здесь хорошо идет. Тут даже, вы видите, корабли ходят. Да там вот он стоит прогулочный, не знаю. Что я как-то не обращал внимания. Туда, наверное, не ходят. Уже туда вниз по течению. Там вот, наверное, крайняя точка. Ну, это мост через Алдан, в общем, проехали. Ну и сам поселок сейчас он, в принципе, много не... На солнце как-то, не знаю, наверное, ничего не видно будет. Ну, тут частный сектор у них. И там за горой, в принципе, основное. Так, тут пока вспомнил, как это филиал программы «Жди меня». Тут, получается, Василий Будилов просил вдруг. Ну, шанс, конечно, крайне маленький. Но, в общем, у него тут родственники. Паухин Сергей Иванович и его сестра Татьяна. Вот им привет передает Василий Будилов. Короче, адрес он потерял, все потерял. Если кто из Тамота знает их, передайте привет. Пусть, я не знаю, под комментом спишутся, я не знаю как. Я тоже не знаю, где, кто, чего. В общем, передал, короче, привет всем Тамот. Кто Тамот любит, кто здесь жил, всем привет. Да, солнце вообще необычное, яркое. Тоже тут так себе на расслабоне. Солнце в глаза, кому-нибудь сейчас на легковой по штрихам обгонять попрет. Тут микрорайон, какие-то многоэтажные дома у них появились тут. Не было раньше. Ну, сейчас до кафе мы решили остановиться, в кафешке тут в Тамоте. Повышенной вкусности. Не знаю, может, реконструкция была, ну или новые построили. Вот 4 дома, они новые строят, вон видно, что монолиты, монолит литье, ну, осопалубкой бетоном льют все. Значит, развитие какое-то идет, что редкость в этих краях, конечно. Сейчас тут на заправку будем заходить, наверное, под знак, что ли, не знаю. Она как бы слева будет. Поехали. Да, тут где-то. А, вот Диман стоит, нам туда, наверное. А, нет, дальше чуть. Леха, а вот это ближняя или дальняя, подальше стоянка, которая напротив заправки? Там вот где все куча машин стоит. Понял, заруливаю. Заруливаем в кучу. Единственное, где тут встать нам. Слушай, а как, куда тут? До конца, наверное, поехать на выезд тогда? Да надо было здесь вначале встать. Тут хрен его знает, кто уедет, кто нет. Пацанов не стал пугать. Что там, место есть? Да пока не понял. Вот становись вот здесь, вот где я сейчас проехал, может, за этим вторым, а я там вот прижмусь к забору синему. А, хотя если тут никто не ездит, ну давай дальше проезжай. Проезжай, только выворачивать непонятно как. Ну, короче, я уперся к синему забору, сейчас назад сдам. А ты рядом можешь стать. Так, все, прибыли, не знаю куда. У меня с парковкой все время проблемы. Мне там не нравится, потом я раз и прибыл. Непонятно куда. Ну, в принципе, выворачивать как раз под углом нормально. Посмотрю, что там с той стороны, в попутном направлении. Всем привет, короче. Тамот посетили официально.
Да, такой необычный закат в Куранахе, проезжаем мимо. Куранах нижний. Уже по местному времени 10 вечера. Аж отражение на облаках оранжевое, ну такое прямо мощно выглядит вживую. Да, больше не видно. Ну так, решил поделиться красотой. Ну, уже так, сумерки, конечно, Алдан. Туда ехал, что-то у меня камера там стала на зарядке и умерла. Видно, что-то теперь проехать. Сейчас, видите, объездная. Это раньше прямо ехали через город. Ну, это давно раньше было. Но была дорога именно только оттуда. Тут уже и снежные горы, видать. И тут Алдан как на ладони. Сейчас повернусь. Ну, опять же, через стекло. Ну, вот оно. В принципе, все видно. Какие-то на горе там новые дома, смотрю, вдалеке там. Вот это тоже непонятный объект. Говорят, что-то строили и забросили его, что ли, не пойму. Серьезный какой-то. Ну да, и вот Алдан весь. Получается, объездная ЖД вокзал там, ну и на спуске еще, может, там чутка будет видно. Выключусь пока. А тут за Алданом уже снег. И 4 градуса всего плюса. Подходим к подъему на Белую. Даже в лесу лежит еще нормально так. Ну, наверное, темновато на камеру, так что, не знаю, время местное уже 11 часов почти. Так что давайте. Такие короткие включения будет по факту. Ну, может, Тита там сниму. Он вроде как белой ночи, что-то видно. На спуске что там творится? Там может, кстати, уже 3 градуса. Уже снежинка засветилась у меня. А мы будем идти выше все время. Так что ночью, может, там и подморозит. 1 июня, если что, первый день лета. Тут как бы лето так незаметно. Выезжаем уже почти из Якутии. Вон там этот туннель проходит. Это становой хребет здесь. Опа. И тут такие, ну как бы асфальт такой асфальт повышенной прыгучести. Скорость 30. И тут вид открывается у нас. Ну вот граница вон там. Сегодня что, 2 июня. В Хатымях поночевал, короче, и еду куда-нибудь Хабаровск, Владивосток. Вот железная дорога внизу. Ну и так просматривается далеко. Так, низкая облачность, дождик моросит местами. На улице вот здесь 7 градусов. Ну, снега тут как-то уже не видно. А на Титу везде еще все в снегу. Хотя там было, наверное, градусов 4-5. Вот вечером проходили, там уже, конечно, ничего не видно. Уже белых ночей здесь не наблюдается. Ушли на юг от Якутска. Опа, оп. Ну, в общем, такой вид шикардос. Внизу железка. Тут тоже, видите, из-за высоты вообще как бы это деревьев нету. Мишек не наблюдается, пока до бурундуков тоже видно, погода такая, они все попрятались. В общем, так вид показал. Сейчас граница будет.
чутка дорожки сниму. Тут виды такие, дальние дали видно все. Все кедровым сванником, видите. Ну, по осени шишки маленькие, орешки, как кедровые, только, ну, тяжело они, конечно, разгрызаются, но так можно питаться, короче, ими. Ну, на масло, может быть, собирать. В принципе, год на год не приходится. Бывает много шишек, бывает почти нет ничего. Ну, все вот здесь вот все сопки, оно все в кедровом сваннике. Это прям густо-густо, видите? Вот вниз видно там. Деревья маленькие, оно прям сплошняком там даже не пройдешь. А мишки пройдут. Ну как, можно там ходить, конечно, но тяжковато. Опять рано, короче. Причем, ну, чутка дорогу посмотреть. Любители есть же. Дорогу смотреть. Тут асфальт сейчас. А, какой граница? Я вообще что-то потерялся. Какая граница рядом, если мы еще к Нагорному подъезжаем? Это я уже что-то... Да, это сейчас будет Нагорный, за Горным Гравийка, а потом только граница. Да, это я уже ускорил события вообще. Сейчас спуск на Горный. Скоро. Да, это я час еду вот от кафе Взлетки. А на трале как-то, помню, на Горной что-нибудь тяжелое везешь, так 130 километров, тут эти часов 6 едешь. Ну, я 130 считаю именно со старого города, где грузились там где-нибудь в Нерюнгри. С Взлетки, наверное, километров 100. Может, 105. Раньше было все в гравии, а теперь вот кайфуем до Нагорного. Почему-то за Нагорный там как бы и не собирается никто ничего делать. Ну, именно подъем от Нагорного и спуск, короче, в Якут. Там даже уже так основа дороги видно. Сейчас уже. Сейчас через час вообще. Ну, тут извилистые трассы такие. Ладно, потом возле границы включусь еще. Так-то именно обстановку показал. Тоже вот спуск к поселку Нагорный. Сейчас асфальт и закончится у нас. Видно, где проходят эти села Сибири там. Сейчас, ну, на той горе, видите, прямая такая полоса. Ну, или сила Сибири, или Восточная Сибирь, Тихий океан, не знаю. Ну, свежая, наверное, вторая нитка в силу Сибири идет уже. Свежая такая, ярко выраженная, свежекопанная. Ну, и вот спускаемся, вот туда бросили уже поселок там. Я так понял, кто-то писал там, один домик живет, кто-то, это метеоролог. Скорее всего, наверное, кто-то метеостанция там обслуживает. Хотя рядом с домом обычно этот парк, ну, где приборы размещаются, огороженный как. Тут что-то нету такого. Ну, может, так чисто выходит, палец слюнявит. Скорость ветра там туда-сюда определяет. Харе. Тимптон.
раньше была шоферская здесь, магазин, почта там, в стороне станция люди жили, а сейчас все к станции туда переехали. Ну, станция, получается, вот дорога сейчас повернет. Видно, все туда уехали, чтобы на работу далеко не ездить. А здесь все позабросили. Одного метеоролога оставили, походу. Ну, он 5 километров, да. А, вокруг горы там есть по низу дорога. Ну, не знаю, как там проезд ехать, пробовать. Желания нету. А, да, точно, метеоролог. Вот, видите, вот эти антенна у него, скорость ветра там. Все дела. Точно. Ну, там же приборы, осадки собирать, там туда-сюда он выходит, там измерения делает. Что, погода-то нужна тут в Гисметео, чтобы выкладывать, ну. Скорее всего, аэродром Нерюнгри рядом, им же надо вокруг все знать. И дальше мы начинаем скакать до границы, получается. Уже после границы там уже асфальт у нас. Ну, сначала новенький, а потом уже старенький такой кривой в Амурской области. Ай. Ну ладно, в общем, снял вам Нагорный. Вычислили, кто живет в Нагорном. Все, давайте, удачи всем. Да, тут дожди были, что-то подразвезло тут дорогу, ну зато пыли нету. Ну вот, выезжаем с Якутии. Вот Республика Саха-Якутия, Нерюнгринский район. Ну и второй знак там вот с памятником строителям БАМа. И асфальт начинается. Вот тут как бы якутская сторона, в общем, пока не собирается догонять Амурскую область по асфальту. Опа! Ну и тут шикардосные виды. И вот тут уже, ну вот знак именно Якутия начало. Вот она, Республика Саха, все заклеено уже. Ну, вот парни из Дагестана, да, тоже со мной по пути едут. Если что, может, увидят себя. Тоже в Тамоте, по-моему, стояли. Ну, все, дальше асфальт до... Ну, за Тындой, по-моему, опять гравийка, да. В общем, такие дела. Все, погнали. Дальше уже надо, в принципе, снимать-то что, конец рейса, в общем, у меня. Еду пустым Хабаровск, Владивосток, там еще не знаю. Завтра буду звонить в обед. Может, с Хабаровска загрузят, может, не загрузят. Такие дела. В общем, давайте, всем удачи на дорогах, всем пока.